Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Около 300 жителей Якутии ежегодно умирает из-за употребления алкоголя. Такие данные приводит Сахастат. Смерть наступает от случайных алкогольных отравлений, алкогольной кардиомиопатии, цирроза и расстройства психики. Эти данные представлены без учета убийств, самоубийств и смертельных ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на эти факты, на протяжении ряда лет в республике наблюдается снижение страшного показателя. За последний год данная отметка снизилась на целых 20%. А в России от алкогольной смерти погибает около 500 тысяч человек. Суд до 26 июля арестовал Игоря Подпорина, который повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный» и сын его Иван в Третьяковской галерее. Прокуроры считают, что на свободе вандал может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также попытается сбежать от следствия. Мужчину обвиняют в порче особо ценных объектов культурного наследия. Ему грозит до 6 лет тюрьмы, а также штраф до 6 миллионов рублей. В Мирном районе изъяли почти полтонны колбасы без сопроводительных документов. Сотрудники Россельхознадзора изъяли ее у индивидуального предпринимателя, который вез продукт из Красноярского края. Сейчас партия принята на ответ хранения до подтверждения ее качества безопасности. Решение о ее дальнейшем использовании будет принято позднее. Составлен протокол о административном правонарушении. В Мирном за кражу задержан 16-летний подросток. Он проник в дом, пока хозяева были на работе. Похитил бинокль, колонки от домашнего кинотеатра, столовый набор и 2 охотничьих ножа. Общая сумма имущества оценивается в 9 тысяч рублей. Похищено изъято и возвращено законному владельцу. Со двора дома на улице Ленина в Вилюйске был совершен угон автомобиля Сузуки Эскуда. Злоумышленники проникли в салон машины, разбив стекло. Спустя время угнанное авто было замечено полицейскими. На требование остановиться водитель не отреагировал. Тогда сотрудники Росгвардии выехали на встречную полосу и заблокировали возможные пути следования. Злоумышленники успели покинуть салон и скрылись в неизвестном направлении. Однако их вскоре задержали по ориентировке. В Якутске проводится проверка по факту смерти ученика одной из школ столицы. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела 14-летнего школьника в квартире, расположенной по улице Лермонтова города Якутска, с признаками удушения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам процессуальной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Кроме того, следователи призывают не делать преждевременных выводах о причинах смерти и об обстоятельствах, которые предшествовали данной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан. Журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России, говорится в сообщении. Бабченко убили выстрелом в спину вечером 29 мая. Он скончался в машине скорой помощи. Покушение на журналиста произошло на Никольско-Слободской улице Киева. Тем временем в Якутии возбуждено сразу 2 уголовных дела по факту лесных пожаров, причиной которых стал человеческий фактор. Об этом сообщила прокуратура республики. Первый начался 25 мая на территории Усть-Майского лесничества. Согласно прокурорской проверке, причиной пожара стало выжигание сухой травы на земельном участке, непосредственно примыкающем к лесному массиву. Второй произошел 27 мая на территории села Цындыбыл Вилюйского района. Там причиной стало неосторожное обращение с огнем в результате бесконтрольного сжигания мусора на территории свалки в окрестностях села. Районы республики пострадали от штормового ветра. Упали опоры электропередач, ушел свет, срывало крыши. Петр Говоров разбирался, как на местах идут восстановительные работы и чего ждать от погоды в ближайшее время. Сорванные крыши, упавшие светофоры и электростолбы. Ветер до 24 метров в секунду и осадки в Якутске, Мирном, Чурапчинском и Хангаласском улусах. По населенным пунктам в Качикаце, село Качикаце снесло крышу школы, и в селе Синск у нас, получается, пострадала котельная. Город Покровск у нас не пострадал, но самые населенные пункты остались без света, без электроэнергии. Получается, остались у нас сторона Заречья и частично село Актемцы, село Улахан. Человеческих жертв у нас нету, что радует.
В Чурапчинском Улусе штормовой ветер стал причиной пожара. Вследствие сильных порывов ветра упало более 40 опор линий электропередач. Ремонтная бригада Чурапчинской РЭС работает в полном объеме на линиях, а также сильным порывом сорвало крыши 3 зданий. Ночью произошел пожар в здании центральной аптеки. Причина устанавливается пожарным надзором. Впрочем, синоптики уверены, такой ветер – явление нормальное для этого времени года. У нас целые тома, в которых описаны случаи усиления ветра 25, 30, 35 и даже 40 метров в секунду. Это бывает. Ну, это бывает, может быть, не каждый год, но это практически в каждом населенном пункте бывает. Вот, вчера нас проходил после продолжительного периода теплой погоды, когда вот 28-го мы даже достигли почти 28 градусов и был превышен исторический максимум, на нас вышел холодный фронт. Вот смотрите, какая яркая облачность на снимке, это река Лена, вот город Якутск. У нас 26,3 градуса, это в 3 часа дня. И около Алекминска, вернее, Исити, видна полоса яркой облачности. Это кучево-дождевая облачность. Здесь формируется гроза. Условия для формирования грозы, грозовых облаков идеальные. Где-то штормовые ветра, а в западной части Якутии выпал снег. По прогнозам специалистов, теперь циклон перемещается в сторону севера. Западную Якутию, через центральный, и в том числе Хангаласский район. И дошел до Чурапчи, где тоже было 20 метров в секунду. Ну, сейчас он находится над Аймиконским районом. В данный момент во всех пострадавших от шторма населенных пунктах идет активная работа по предупреждению и минимизации последствий циклона и восстановительные работы. Петр Говоров, Арсен Степанов, Владимир Павлов, Якутск. На этом пока все. Берегите себя.